Ленур Ага, что в том числе обсуждался вариант того, что Ильми Умерова и Ахтама Чийгоза привезут на границу с Крымом, и там произойдет обмен, то ли выдача. Почему этот план сорвался? Вот сейчас Николай как раз затронул вот эту тему, турецкую сторону. Почему-то решили в последний момент, буквально решили выдавать именно турецкой стороны, много турецкой стороне, хотя я предполагал, что все-таки его вывезут, и мы так договаривались с Ахтемом, что все-таки его передадут именно мне, именно на границе, на временно административной границе. Ахтем, конечно, питал иллюзии, что ему дадут возможность попрощаться с матерью на могиле, он даже ставил условия переговорщикам, которые приходили с ним к ним торговаться, они кивали головой, они даже говорили, мы вам дадим возможность, вы заедете домой, возьмете вещи. Ахтем так расчувствовался, он даже говорил, что я возьму свою машину, посажу жену, и мы с вещами поедем. Я Ахтему говорил, что это, и вот Николай ему тоже уверял, что забудь с кем, то есть представь, с кем мы имеем дело. То есть эти люди, они будут кивать головой, а будут делать так, как они сами примут решение. Как с Буковским, мы вспоминали сегодня, вот, что его привезли в самолет, а в самолете уже сидела его мать. Поэтому здесь вот этот вот даже вот запашок свободы, то, что Чийгоз почувствовал вот за эти 2 недели. Во-первых, у него с камеры убрали сокамерника. Сидел с ним Эмиль, парень, его убрали. Это тоже был такой элемент игры, потому что никто не должен был знать, где Чийгоз перемещается. Это же люди, которые живут в определенных спецоперациях, как и Путин. Мало того, что-то должен был подписать Путин, какое-то прошение, которого никто не подписывал. То есть ни Чийгоз, ни Умеров ничего не писали Путину. И почему-то ждали приезда Путина в Сочи, вот те люди, эти генералы и полковники ФСБ, которые говорили с Чийгозом в тюрьме, они ждали, что должен он прилететь в Москву. Вот он прилетел в Москву, буквально вот в понедельник он вернулся в Москву, и получается, вот мы имеем дело, вот сейчас все было подписано, и вот так вот разыграно, еще и отправлено в Турцию. Хотя должны были... И Чийгоз ставил условия, что я буду выходить именно на границе, чтобы меня встречал Ленур. Он ставил им условия. Но я Чийгозу говорил, даже если они, что бы они ни сделали, пусть любую свободную страну, или даже если они тебя вывезут ночью куда-то, и у тебя дадут телефон, чтобы ты нам позвонил, даже этот случай лучше, чем ты будешь с ними каким-то образом торговаться. Но дата до конца не была известна. Нет, мы знали, что на этой неделе. Мы знали, что вот буквально на днях мы уже знали. Прошлая неделя была еще не определенная, а этой неделе мы уже знали буквально на днях. Мы все сидели фактически на сумках, на чемоданах. Вы считаете, что все-таки это стало результатом переговоров между Путиным и Эрдоганом? Я думаю, что это в первую очередь это заслуга Мустафа Ага, потому что Мустафа Ага не оставлял ни на минуту возможности, ну и, естественно, и Чубарова, потому что вот эти 2 человека лично приняли очень серьезное участие в деле Чийгоза. Они давили на всех фронтах, и Мустафа Ага очень много раз летал в Турцию. Вот если вы слышали сегодня даже Климкина, он говорил, что вот этот вот сегодняшняя выдача Чийгоза, она была даже в Нью-Йорке оговорена. Но вы даже сами присутствовали на одной из этих встреч. Я могу сама рассказать о своем опыте. Последний визит Эрдогана в Киев, это было буквально 1,5 недели назад. И в том числе Мустафа Джемилев на встрече с крымско-татарскими активистами просил Эрдогана поспособствовать выдаче Ахтема Чийгоза и Ильмы Умерова, на что Реджеп Эрдоган сказал, что делает все возможное для выдачи этих людей и ведет переговоры с Путиным, и Путин пообещал ему, что все-таки выдача произойдет. А я предлагаю сейчас посмотреть синхрон министра иностранных дел Павла Климкина. Вы как раз его вспомнили, о том, как происходило и благодаря чему получилось освободить Ахтема Чийгоза и Ильму Умерова.